Изенер прайзна біз ұзарачабыз хакаслының уроктарын. Бүн сынықты проверим. Ибдегі тоғысты домашнее задание. Начнем, Оксана, с вашего примерно. Сейчас я, подождите, переключу экран. Так. Оксана, так, Ирчебе. Так, Оксана, сможете зачитать текст? Вот, видно, нет? Вот это, ваш нижний. Давайте начнем, а потом разберем по предложениям. Сначала весь текст зачитывайте, а потом по предложениям мы разберем. Мен Москвада чуртепшем. Прайзы причелар по город. Угощен стың столица. Мында найла шонар тураңар. Узунар орамалар улуг метро. Біз Северный ходе спальный район чуртепшабыз. Уртазында город-та. Так, а то я не понимал тут, да, город-та. Пасха чуртас парша. Кизелер уга көп. Хайдах селик Москва. Так, У меня сумбурный текст получился, потому что я спешила, честно говоря, сравнение с другими не очень удачный. Хорошо, ладно, мы как раз разберем вот эти вот варианты. Я думаю, есть у нас общие такие, ну, скажем так, общее мышление у всех. Давайте вот Мин Москва до Чуртепшем. Тут все нормально у вас. Мин Москва до Чуртепшем. Я живу в Москве. А теперь дальше. Прайзы пчелер по город. Ну, интуитивно все равно чувствуете, да, что где-то как-то надо прослонять вот этот город. Вот можно спросить, вот кто поправит? Юлия, сможете поправить? Город ты. Во, город ты. Прайзы пчелер по город ты. В хакасском языке требуется винительный падеж, но мы до этого падежа дойдем. Тут, конечно, надо еще поменять. По город ты прайзы пчелер. Или прайзы по город ты пчелер. Пчелер надо обязательно поставить. Желательно вообще ставить во всех тюркских языках. Глагол ставится в конце. Прайзы по город ты пчелер. Все этот город знают. Так, дальше. Уга шон пистын столица. Уга шон пистын столица. Вот смотрите, как бы верно, да, наша столица очень большая. Но лучше в хакасском языке сказать пистын столица уга улуг. Давайте мы сейчас попытаюсь пояснить. Шон – это большой, но лучше этот термин употреблять к человеку. Шон кызы, большой человек, да. Но в отношении города лучше сказать пистын столица уга улуг. Улуг. В смысле географии. Вот он более такой корректный термин. Пистын столица уга улуг. Запомните, да? Так, дальше. Мынды найлы шон туралар. Вот смотрите. Шоннер, да, шоннер туралар. Вот это чем его склонять не надо, большой. Вот, а тут тоже лучше сказать мынды найлы улуг туралар. Или пёзик туралар, допустим, да. Давайте пёзик применим, чтобы пёзик высокие дома, да. Пёзик туралар. Мынды найлы пёзик туралар. Найлы – это сравнительная степень, да, очень. Тут хорошо употреблено. Мынды здесь очень высокие дома. Теперь правильно. Мынды найлы пёзик туралар. И теперь смотрите. Узуннер, да, длинные, но в данном случае, когда вот прилагательное, мы дойдем до этой темы, узун орамалар, тоже не надо ставить во множественном числе, ставите только улицы. Длинные улицы. В русском языке длинные как бы спрягается, а в хакасском языке это не обязательно. Узун орамалар. Поэтому русский язык здесь он корректный, как из русского языка. Узун орамалар. Длинные улицы. Луг метро. Да, ну если одно метро, да. Ну, метро, допустим, да, ну, пусть будет улуг метро. Тут уже корректно. Мында найлы пёзик туралар. Здесь очень высокие дома. Узун орамалар. Длинные улицы. Улуг метро. Большое метро. Сейчас так, дальше идем. Біз Северный ходе спальный районда. Ну, пусть пока будут вот эти вот спальные районы, да, термин остается, как бы, да, пусть будет, потому что спальный район в хакасском языке, ну,
Узужан район или Узужан аймах, как бы тоже некорректно, и вот, ну, пусть пока останется. Тут грамматика использована правильно. Спальный район, да. Спальный. Вот так сделаем. Смотрите, вот почему спальный, а не спальный. Аймах, мынды шуктыбин жылар, я. Аймах немножко некорректно, наверное, будет, потому что Аймахта, Узужан Аймахта, у нас район принято в смысле вот в Хакасии, как Аймахасский район, Таштыбский район, да. Но в смысле район как в городе. Административная единица, Да, я? да. Но это для районов муниципалитетов. Но для городских районов, как бы Аймах, ну не знаю, вот я как-то не употребляю этот термин. Спальной. Вот смотрите, еще тут одно правило. Если вы с русского языка берете какой-то прилагательный, да, спальный, в хакасском языке обязательно спальной надо сделать. Не спальный, а спальной. Тогда это уже хакасский язык получается. Спальный район до Шуртапшабыс. Тут все верно. Дальше. Уртазында город-то пасха Шуртаспарша. Вот опять, да. Шуртаспарша. Тогда лучше сказать город Ортазында. Так будет точнее. Город. То есть город Ортазында имеется в виду в центре города. В центре города, да? Идея такая была? Оксана, слышите меня? Город Ортазында, город Кененде. Давайте так. Кене – это центр, да, города. И этот термин, он лучше будет в данном случае. Город Кененде. Кененде, по сути, в центре города идет другая жизнь. Корректный термин. И город Кененде в центре города, там, да. Народу очень много. Айдыр селик. Давайте так. Пстынг Москва. Сделаем так. Тогда уже точно такое предложение будет. Хайдык, селик, пстынг Москва. Хайдык, селик, пстынг Москва. Красиво наша Москва. Ну, в принципе, да, хорошо, нормально. Ну, надеюсь, знаете, что я после этого вот эту фразу как-то заучить. А потом уже по ним уже выстраивать другие фразы. Так, дальше. Так, Ламан. Оксана, так, ага. Так, можно. Да, да. Так, Аламан, смотрите. Прочитайте, пожалуйста, потом разберем, хорошо? Ага. Менин атым Аламан, менин төрөзүн черим Кыргызстан, Оспарган черим Саяногорск, Энесай сөөгүм черик, менин пирпалам бар, мен Томскиде чуртапчам. Мен үгүречи тогончам, кыргызы чоон тадарлар тархыны пир, эне тили пилерге. Посмотрите, вот можно спросить вот последнее, а как по-киргизски будет знать, допустим, надо знать родной язык? Эне тилди билгиле. Билгиле. То есть знаете родной язык, да, то есть как бы призыв. Да, да. Ага, все понял. Так, все, алгыс, ага. Теперь разбираем. Менің адым аламан, да, все правильно, вот только в хакасском языке ставится, вот сначала идет ми-ның. Миның. Вот так. Миның адым аламан. Теперь все будет правильно. Ну и дальше по тексту. Понял. Там миның адым аламан, а там, смотрите, миның тюрен. Вот в хакасском языке лучше сказать тюрен. Это земля. И шир пишется так через и. Чирым. Вот так вот пишется. Миның тюрен чирым. То есть земля, где я был рожден, если буквально переводить, да, тюрен чирым. Миның тюрен чирым. Кыргызстан, да. И вот смотрите, моя родина Кыргызстан, ну, буквально моя земля, где я родился, Кыргызстан. В хакасском языке, то есть он применяется, этот термин, но лучше сказать «өскен чирым», земля, где я рос. У нас также. Как бы такой процесс уже закончился, да, а дальше как бы уже ничего не ожидается. Мы все-таки люди, и у нас этот процесс, он постоянный. А «өскен» это было в прошедшем. Но тем не менее, мы как бы, да. Короче, надо было написать так, как я привык. Я просто в словаре нашел это слово. Как будет. Ну, сейчас хорошо. Так, «өскен чирым», вот так будет. Саяногорск. Но Энесай
NSA, ну пусть будет NSA, потому что N как бы родная. N это же женский облик, правильно? Ну, НСА это Енисей, я имею в виду, что. Да, пусть будет так. Так, NSA, Сёгин, тут все правильно, только через Ö. И в хакасском языке Сёгин, Черик. Вот, да, Черик. Да. Ну и дальше тут уже Минен, Алам, Пербалампар, тут все верно. Минен, Пербалампар, так. Дальше Мин, точно так же. И вот смотрите, по-кыргызски, как вы скажете, я в Томске живу? Мен Томскийде жашайм. Томскийде, да? Томскийде, да, жашайм. Там же идет Томский. Вот это я хотел. А? Там же вот не Томский, а Томскийде по-кыргызски, да? Да, Томскийде. Ага, да. Вот смотрите, вот в хакасском языке вот этот вот «и», его нету. Томск, корень слова, и «т», «та». Вот это так. Мин Томск, «т», Чуртапщам. Томскте. Да, Томск, да, где, таки, это место, аффиксы места. Где вот, допустим, Саяногорск, «т», Чуртапщам, Томск, Чуртапщам. Ну и, допустим, город, «т», Чуртапщам, да. Так, и дальше. Мин угрычи тохчам. Угрычи. В хакасском языке требуется... Так, сейчас, подождите. Вот. Угрычи учитель. Полып, являясь учителем. Вот обязательно... Все понял. Да. Мин угрычи полып тогончам. И вот эту фразу запомните. Бизнесмен полып тогончам, банкир полып тогончам, ну и всякие профессии полып обязательно в этой фразе. Да. Пастых полып, пастых это руководитель, да. Президент полып тогончам, ну и так далее. Так, кыргыз элчон тадырлар тарханы пыр. Так, тут смотрите, обязательно надо будет пристегнуть кыргыз эль чонны ның. Ну, лучше сказать, пазы, тадырлар, тарханы, пір. Вот так будет уже по-хакасски. Кыргыз элчонының пазы тадырлар, тарханы, пір. Эне тильды плерга, ну, там я понял, почему вот так мыслите. А в хакасском языке, ну, допустим, эне, ну, так лучше сказать, тюрень, тильны, плерга, и обязательно надо вставить глагол кирек. Вот без этого вот тюрень тильны плерга кирек. Вот тогда все будет нормально. Тюрень тильны плерга кирек обязательно. Просто плерга сказать как бы получается недоконченная фраза. Плерга кирек. Вот. Ну, в принципе, про шахсы, в принципе, как бы все хорошо. Шахсы. Ну, поняли, да? Вот уже вы будете, конечно, сравнивать с кыргызским, как это все делать. Ну, то, что вы написали в плане грамматики, больше похоже стало на кыргызский, чем я написал. Просто я в словаре немножко сомневался. Ага. Ну ладно, чечаксым. Так, сургулары пырба, Оксана и Аламан. Вопросы? Вот Сёгим Черик ходи. Черик. Черик как переводится? Это воин переводится, то есть родословно воинов. Ну, у нас же идет родословное древо, вот это Кыпчаки, Ак Кыпчаки, Гоп Кыпчаки, он Каганат. Ну, как у алтайцев, у нас с алтайцами одно древо идет. Так, поза сургулар парба. А вот тыргыны пыр, это тоже не понял. Так, тархын пыр, да. Тархын это история. Тархын. Пыр это одно буквально переводится, но история одинаковая. Вот. Извиняюсь, тут не доправил. Тархын пыр, вот, да, правильно, Евгений, вы задаете вопрос. Тадырлар тархын пыр. Кыргыз элчонының аза тадырлар тархыны. Тархын по-хакасски история. Тархын. Это спорный вопрос. Нет, там на самом деле сейчас уже не спорно. Дело в том, что по ДНК-генеалогии, там уже подтверждение куча, короче говоря, я там специально изучал, это уже интересно было. Мы разошлись давным-давно, много тысяч лет назад. Думаю, что нет. Там если тульские кыргызы, они по группе R1 идет.
нас тоже родина есть. Ну, давайте сначала этого, это как бы история нас не касается, мы в данном случае разбираем грамматику. Так, мы сегодня продолжим тему, да, разбор понимания хакасского языка. Тема заявлена была «Иду по земле, как по-хакасски». Вот действительно, да, вот как сказать, вот по земле иду. Вот есть такой падеж, называется сравнительный падеж, кемнестрис, и он отвечает вот на вопросы кемже, нимеже, кемже, почему, по кому, точнее говоря, да, нимеже, почему, если дословно переводить. Ну вот русский вопрос, аналоги с кого, по ком, с чего, почему, да. Как это выражается в реальности? Есть два варианта, вот, как иду по земле. Вот, иду по земле, да. Шир-же, земля шир. Ширже паршам. Давай, вот, ну, допустим, можно сказать ширже паршам. Но я тут предложение выставил, чтобы для запоминания фраз. Мин тюрен ширмже паршам. Ну, вы теперь понимаете, да, тюрен шир – это земля, где я был рожден, или родина. И обязательно вот этот шир, он кому-то принадлежит. Идея принадлежности всегда есть. Тюрен ширым, моя земля. Да? Не просто тюрен ширже паршам, а тюрен ширым же паршам я иду. Вот. Иду по своей родной земле. Ахбан же паршам. Ахбан же. Иду по Абакану. Или еду по Абакану. Паршам и иду, еду. Вот. И так применяется. Паркше пас ширшем. Брожу по парку, прохаживаюсь по парку, да. Пас ширшем буквально хожу, прохаживаюсь. Пасшир глагол. Пасшир, ходи, прохаживайся. Паркше пас ширшем. Хазыр сугже энергохорхстых. Хазыр это буквально быстрая, резвая так, река, да, Хазыр. Сугже по быстрой реке, энерго идти вниз буквально, энерго идти вниз, хоргыстых страшно. Ну, в русском языке аналог сплавляться по быстрой реке страшно. Энерго идти можно вниз, тут смысл, что идти вниз именно по реке, да. Хазыр сугже энерго хоргыстых, сплавляться по быстрой реке страшно. Халын тайгже парырга килзер. Парырга кильзер – это тоже сложный глагол. Придется идти, буквально переводится. Тайгже – по тайге, халым – по густой тайге. Халым тайгже, парырга кильзер. Придется идти по густой тайге. Пözік тағлар же шөрерга ой немес. Ой немес, ой легко, немес нелегко. Это отрицание, момент отрицания. Ой, немес нелегко. Шерерга ходить нелегко. Тагларжа по горам. Пёзик высокий. По высоким горам ходить нелегко. Шалба хурамажи машиналар köp шерше. Шерше понятно, да, ходит, ездит. Köp шерше много ездит. Машиналар понятно, много машин. Орамажа по улице. По какой улице? Шалбах. Широкая улица. Шалбах урамаже по широкой улице машины ларкепшише. Много машин ездит. Ну и вот эти вот примеры, они даны по теме перемещения. Допустим, сухже по воде, также по горам, допустим, ширже, тигрже, тигр это небо, тигрже самолет, допустим, да. Еще почему-то там вот по поверхности какой-нибудь плоскости, вот, да. Вот это вот момент перемещения. Дальше есть момент сравнения. Вот этот же аффикс, вот эта же идея, вот, сравнение. Каким образом? Вот, давайте разберем примеры. Писче шастых палы, пистиль пче. Тиль пче знает язык. Пистиль 5 языков знает. Палы ребенок знает, да. Вот смотрите, а теперь писче шастых. Пис это буквально 5, писще около 5, примерно 5. Там нет точно, вот, может быть 6, да, может быть 4. Человек не знает, вот сколько лет ребенку, и он примерно говорит писще шастых. Шастых это лет, да, около 5 лет. Ребенок примерно 5 лет знает 5 языков. Вот писще это момент неточного высказывания, но примерно там, где-то там, вот, да, вот писще шастых, около того, как-то вот. В русском переводе.
Мұның алдында ағыстыр 10 километр үсшеңдер. Үсшең, үс, расти буквально, үсшеңнер. Үсшең оказывается рос. Ну, потом будем разбирать этот глагол. Үсшеңнер оказывается росли. 10. И вот идет момент сравнения. 10 километр, около 10 километров. Ағыстыр деревья. Мұның алнынды раньше, мұның нынешнего периода раньше, если буквально переводить. Мұның алнынды нынешнего периода раньше деревья расти примерно около 10 километров. Ну, имеется в виду высоту, да. Раньше деревья росли высотой в 10 километров. Кізлер сыны 3 метр болжам. Полжен, опять-таки, үсшен, полжен, опять-таки, высказывания, неточные высказывания были, оказывается, но человек в этом сомневается. Да? Может быть, это не точно, но как-то. Полжен были, оказывается, 3 метр, около 3 метров. Что было? Кзелер. Сынны. Сын буквально это рост. Кзелер сынны. И вот смотрите, вот этот опять аффикс принадлежности. Да, вот. Кзелер сыны. Рост людей, человеческий рост. Да. Люди были ростом в 3 метра. Дальше. Тахрнже нуло учхан. Учхан понятно. Учух. Летай, лети. Точнее говоря, учхан летал. В прошедшем времени. НЛО учхан так. А теперь тахры. Вот. Тахры это вершина горы. Если сказать тахр, как бы некорректно. Все равно хр это корень. Вершина, да, хр, вершина. Надо обязательно хры его поставить в категорию принадлежности, принадлежащей горе. Тахры. Вот этот хр принадлежит именно горе. И вот тахрынджем по вершине горы летело НЛО. И теперь дальше опять момент. Пабызы палызының иңнінжелі болған. Иңні буквально плечо. Полган был. Да, иңнінжелі болған. Иңнінжелі, это аффикс всего лишь, да, иңнінжелі соответствует вот этому переводу, всего лишь, иңнінжелі болған. Всего лишь по плечу был иңнінжелі болған. А теперь как? Пабызы. Вот смотрите, опять вот аффикс категории принадлежности. Если просто сказать пабы, отец, но надо сказать, что именно чей-то отец. Не просто пабы, палызы, иңнінже болғанда, не так, а именно пабызы. То есть отец, принадлежащий сыну, и сын, принадлежащий отцу. Вот эти вот моменты. Пабызы, опять палы, корень, да. Палызы, чей ребенок? А вот ребенок отца. Вот. Палызының. Пабызы, палызының иңнінжелі болған. Отец ростом был, сыну всего лишь по плечам. Ну вот такие вот категории. Домашнее задание будет придумать по этим двум принципам, по перемещению и по сравнению, буквально там 2-3 слова. Не обязательно такие большие предложения. Просто может быть обрывок фразы. Вот. Примерно по 5 примеров давайте сделаем, хорошо? Сургулар парба, вот по данным примерам. Так. Ну, давайте, если вопросов нет, у нас еще минут 10 есть. Давайте мы просто сейчас пообщаемся, поговорим. В смысле, нам нужно все равно учиться говорить, да. И давайте так. Мы возьмем сейчас, у нас так, минут 10 еще есть. Давайте так, Наталья и Евгений. Попробуйте просто пообщаться, ну, вот, на любую тему, как сможете. Вот, тема совершенно свободная. Давайте, Наталья, с вас начнем. По отношению к Евгению, может быть, что-то спросите, не знаю, вот как. Давайте попытаемся пообщаться. Жақсы. Изанар, Евгений, Кирктер Хайди Парша. Шалахай, Ирна, Наталья, Киректор, Агрин Кюнча, Парша, Сирерн Хайди. Агрин Кюльджа, расслышали, да? Агрин Кюльджа, Сирерн Хайди. Дальше. Че Хомайнимес, Сирерге Нинже Сейчас. Так, Евгений. Ага, Чибург, Сигас сейчас.
Че Хайбалет Хайди, как сказать, прошел, как сказать, Так, болған. Ирткен. Ирткен. Хайбалет, хайди, ирткен. Хайбалет Хайди Ирткен. Мгм. Алғыс Евгений. Кеже хайбалет ирткен хоманимес. Көп кезелер болған. Мгм. Көрікжелер. Да. Көп көрікжелер. Да, көрік Болған. жилер көп болған. Лучше так сказать. Көрік жилер көп болған. Көрікжелер көп болған. Евгений, вы поняли? Вот көрік жилер. Зрители. Да, зрители. Ага. Так. Анамандар. Срерна Хас Хайди. Ага. Алғыс менің қазы прачақсы. Так, ага. И тут смотрите. Миным опять требуется категория принадлежности. Миным хазгым. Это такой народный... Мені Или миным хазим. Да. Угу. Чем? менің хазим шақсы. Ага. Сейчас. Так, ладно. Сеніңше Так. Ага. Евгений, отвечаете. Синанчи. Повторите, меня тут отвлекли. Евгений сірернің хазы хайди. Хазинар. Хазина. Мгм. Пойдет, как сказать, Шарир. Черир я. Сейчас пузын, Хазим Черир. Анимал пузын, с кем надо еще успеть. Так, давайте кем Эламан и Юля. 3 минуты. Шебе, 3 минуты. Примерно. 3 минут. Давайте. Эламан и Юля. Начните Эламан вы к Юлии. Хорошо. Изенер. Зенер Ламан. Керектер Ага. Хайди Парша. Директор Хайди. Так. Поняли вопрос? Керектер. Дела. Хайди паш. Жақсы. Сілерде қандай? Ой. Давайте я переведу. Серердің қандай, да? А по-хакасски серердің ши хайди. Серердің Сілердің ши қандай? хайди. Хайди по-хакасски. Хандре. Или в этом смысле нельзя употребить? Можно. Хоманимес. Хандре. Два варианта. Хандре, подождите, я прокомментирую. Хандре — это значит круто, хорошо, это превосходная степень того, что хорошо, да. Хома и немес, сказала, да, неплохо. Так, дальше. Сілерде погода ши қандай? Хайди. Хайди. По-киргизски, да, я понимаю. Хайди. Погода хайди. Пюн хар полхан шап. Просто пюн хар шаган, тогда скажите. Пюн хар шаган. Вы поняли, Роман? Да. Сегодня снег шел. Да. Пизде хар чок. Ага. Подождите, не торопитесь, подождите. Писте харчок. По-хакасски знаете, как это? Писте харчогл. По-хакасски так будет. Писте харчогл. Писте хар шоғыл. Тағыларда хар бар. Харпар. Харпар. Только смотрите, вы уже П говорите. Да. Харпар. Тағыларда хар пар. Сейчас. Ше пюн СМС МЧС тың келген танды біздің шил болар. Тың шил болар. Ага, ну-ка переведи. Сегодня пришла смс от МЧС и будет ветер. Сейчас, да, будет шил болар. Тың сильный. Сильный. Да. Так, давайте Оксана и Наталья, пожалуйста, переговорите. Вот, Оксана, задайте вопрос Наталье. Изенер Наталья. Изенок. Хади черта с паршеслерны. Хайди-то парсе.
Хайди да парша. Ну да, ну, Поманим. как идет, да. Ну, Шахсыба. так, не расслышал. Шахсыба. Ага, шахсыба. Поманим, Оксана. Поманим. Сенен Пюн немеет кайзер. Пюнтенан чепс. Ши шахсы. Поняли, да? Тынынчап сказали? Я. Оксана, как поняли? Сегодня Отдыхаем. Ага, сейчас сегодня отдыхаем. Так, еще. Еще минута. ибды прайкюн пулчезерба. Я. Мин прайкюн ибде одершем. Ага, вот смотрите. Я сегодня целый день сижу дома. По-хакасски лучше сказать мин кын тоза ибда отшем. Кын тоза. Целый день сижу дома. Мин кын тоза ибда отшем. Давайте еще раз. Мин кюн тоза ибде одершем. Шахсем. Ну, давайте вот спасибо за диалоги. И, в общем, мы на каждом занятии теперь будем делать такие вот разговоры небольшие, чтобы развивать наши разговорные навыки. Ну, читать будем тексты и, конечно, еще грамматику. Пока, конечно, у нас основной упор идет на грамматику, как бы, да, я пытаюсь дать правила, но, конечно, надо будет еще теперь учиться говорить. Говорить в реальности, владеть речью, допустим, да, и попутно мы будем поправлять, конечно, где-то вот какие-то вещи, где-то как-то не так сказали. Ну, в общем, в такой форме пока вот будем вести дальнейшее наше занятие. Если вопросов нет, сургулар парба, надо будет сделать домашнее задание, где-то по 5 фраз на заданную тему по грамматике. Хорошо? По сегодняшней грамматике. А там завтра 8 часов. Там до 6 сейчас урок. Сургулар парба? Вопрос есть? Чох. Сургулар чох болса, тоғас шабыз таңды ирді 6 часто. Ибдегі тоғыз итсылыңар. Итсылыңар сделайте. Шебе? Чем позатугасың таңдағы шетірі до завтра. Анжоқтар. Анжоқтар.